Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Послание из вашего будущего. Узнайте, как изменится ваша жизнь через полгода. Пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Как изменится моя жизнь через полгода? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, как изменится ваша жизнь через полгода. Что произойдет в вашей жизни? Так, ну что, мои дорогие, начну я снизу вверх и скажу так, что через полгода ваша жизнь поменяется. Поменяется она достаточно четко, то есть изменения будут налицо, и изменения эти будут касаться вашей личной жизни, ваших финансовых вопросов и вашего отношения к жизни. Смотрите, начну я, пожалуй, с вопросов финансовых. Вот у многих, кто смотрит этот песок, есть проблемы. Проблемы достаточно жесткие, которые над вами висят. Эти проблемы могут касаться как и признания на работе, рабочих вопросов, да, когда вы вроде как стараетесь, все делаете, да, а никак вам не придет благодарность, да, никак вас не оценят по справедливости. А у других, наоборот, есть очень много финансовых проблем, долгов, каких-то обязательств, которые вот прямо над вами тяготеют, и не видно ни края, ни выхода из этой ситуации, да, вот что-то слишком вы запутались, да, кто-то может даже не свои долги платить, кто-то может прям через какую-то обманную ситуацию идти, понимаете, сложно. Вот именно сложности есть. В любом случае, я вижу так, что у вас на работе, какая бы работа у вас ни была, чем бы вы ни занимались, как будто бы идет момент недооцененности, момент того, что вам не хватает признания, не хватает положительных, может быть, каких-то моментов, даже, может быть, не по зарплате, а хотя бы, чтобы вас там на должность назначили, либо хотя бы вам там спасибо сказали, да, вот как-то вот чувствуете, да, немножечко недооцененность. Я вижу, что этому виноват человек, который с вами борется, конкурент, может быть, это даже, этот человек кого-то организовал, да, у него просто вот связи, наверное, есть. Может быть, это ваш начальник, который боится, что вы будете конкурировать. Может быть, это какой-то из ваших коллег, кто хотел бы занять ваше место, либо кто считает, что вы можете там поконкурировать и занять позицию, да. То есть это все именно идет, ноги растут из страха, что вы, умнее, сильнее и достойнее, да, чем этот человек. Этот человек против вас, я просто не знаю, там кучу ям накопал, там, не знаю, вас там смолой облил, да, и перьями обсыпал. То есть из вас просто какого-то монстра уже сделал. За вашей спиной идут разговоры. Разговоры достаточно жесткие, разговоры достаточно хищные, разговоры такими, знаете, вот прям идут. Подлостью попахивает, подлостью, гадостью и предательством. Будьте аккуратны, потому что вас могут еще и подставить. У этого человека либо есть единомышленники, либо лизоблюды, которые ему подчиняются. И этот человек, умелый манипулятор, может играть чужим мнением, манипулировать и призывать, да, на свою сторону людей, да, пользуясь человеческими слабостями. Будьте аккуратны. Этот человек реально мешает. Но этот человек, он сам себя загонит. Во-первых, у вас есть репутация, которую практически невозможно там ничем осквернить. Второй момент — это то, что вы действительно заслужили и повышение, и признание. Но время сложное, понимаете, время сложное, поэтому не происходит. То есть та компания, где вы работаете, там есть какие-то скрытые процессы, о которых вы можете даже и не догадываться. Но там есть внутри компании проблемы.
руководство сейчас пытается их там, я не знаю, там разрешить, уладить, там отделаться легкой кровью, да, потому что последствия могут быть фатальными. И им просто не до вас. Понимаете, к сожалению, а может быть и к радости, да, пока не до вас. Вас ждет награда, вас ждет признание, причем, ну, скажем так, здесь может быть как и повышение, так и прибавка к жалованию, но не рассчитывайте на какой-то конкретный большой жест. Почему? Потому что проблемы внутри компании существуют, и они еще будут существовать как минимум там год-полтора, понимаете? А мы смотрим на 6 месяцев. Поэтому вас, конечно же, признают, и, конечно же, там и поблагодарят, а может даже премию дадут, грамоту выпишут, повысят немножечко в должности, зарплату вам повысят, но это не то, на что вы рассчитываете. Тем не менее, да, понимаете, что будет. Человек, который вам вредит, он просто этого не переживет. Тут у человека, не знаю, какие-то конвульсии случатся, да, человек себя обозначит, покажет, какой он черный и грязный, да, вот с грязным ртом, черными глазами, черной душой. И знаете, как прокаженный этот человек станет, он не выдержит этого состояния, и буквально вот, ну, там пройдет совсем чуть-чуть времени, человек сам уйдет с компании, с работы, да, не будет вам больше мешать. Ну, а те его прислужники, да, подлизы, они просто, ну как, найдут себе нового кумира, понимаете, и от вас отстанут. Вот такой момент я вижу. Что касается финансовых проблем, у кого финансовые проблемы. Но здесь я не буду обещать, что через полгода вы закроете все свои кредиты и проблемы, но тем не менее я вижу, что у вас появится человек, который будет вам помогать. Человек может как в прямом смысле слова помочь вам деньгами финансово, так и человек может давать вам какие-то хорошие, полезные, нужные советы. В любом случае у вас тоже идет какое-то вот продвижение. Либо вы, ну тут не либо, тут точно, вы найдете выход из сложной ситуации, вы поймете, куда вам двигаться и как вам самым легким и простым способом решить все свои проблемы. То есть, возможно, вы поймете, что вам нужно поменять сферу, вообще сферу, в принципе, деятельности, да, вы пойдете, закончите какие-то курсы, которые позволят вам перейти на другую работу, более высокооплачиваемую, либо работу, где вы сможете больше работать, да, и больше зарабатывать. То есть у вас дополнительно пойдет еще денежка, плюс вам еще кто-то помогает. Я вижу, что вы потихонечку начнете закрывать. Это, конечно, не закончится через полгода, но тем не менее, это будет прекрасный старт и прекрасная возможность. Через полгода вы будете чувствовать себя получше и в психологическом плане, и в материальном плане. То есть улучшения у вас пойдут. Так, следующий момент. Момент реализации. В любом случае, я говорю, вы найдете себя. Как в первом случае, так и во втором вы находите себя, вы начинаете двигаться в правильном направлении. Я вижу, что вы начнете с того, что вы себя начнете уважать. Начнете верить себе, своему разуму, своей интуиции, начнете уважать себя. И это будут считывать все вокруг. И люди к вам по-другому начнут относиться более открыто, доверительно и уважительно. Вот этот момент вы добьетесь, вы прям почувствуете, да, вот вы прям приходите на работу, да, и все вам рады, все вам улыбаются. Вы приходите домой, то же самое, да, вот какой-то груз. У вас сейчас есть груз, причем груз такой негатива, который вы носите у себя за плечами, когда вы куда-либо приходите, вот он начинает, знаете, как запах от него идет, да, и люди вот отворачиваются, люди не хотят общаться, люди ведут себя странно, как и окружающие, так и, например, в семье. Возможно, в семье сейчас какие-то размолвки у вас происходят, возможно, непринятие идет. Вам нужно обязательно почиститься. Я вижу, что вы прям усиленно займетесь, там, буквально там, ближайшие там, несколько там, дней, недель, вы будете себя чистить всеми возможными способами. И, знаете, это будет очень эффективно, это вам поможет. Многие уже сейчас этим занимаются, да, вы на правильном пути, дорогие, вы чувствуете на себе этот негатив. Когда вы начали делать чисточки, у вас сны какие-то странные пошли, да, у кого-то прям, я не знаю, там фильмы снятся настоящие, пророческие фильмы, вы начали ловить себе на мысли о том, что вы можете прогнозировать, причем прогнозировать очень четко. Вот это открываются ваши способности. Плюс, еще раз говорю, негатив с вас сходит, и у вас вот такое по жизни чутье появляется. Это очень хорошо. Чиститесь дальше, проводите обряды, вам это поможет. Поможет, причем самым лучшим образом. Так, следующий момент – это любовь и отношения. Ну вот два человека в паре. Два человека в паре, но все решает женщина. В паре, в отношениях все решает женщина. Мужчина как будто бы на вторых ролях, второстепенная, да, у него роль в этой паре. У вас общая дорога жизни, но при этом, смотрите, женщина активно смотрит на мужчину.
Мужчина в стенку впечатался, да? Мужчина немножечко такой, либо нерешительный, либо мужчина, который, ну, отдал все бразды правления для женщины. Знаете, тут со стороны мужчины такая любовь какая-то, ну вот даже не знаю, как это правильно сказать, чтобы вы не обиделись, да. Вот он, конечно, вас любит, но он не умеет выражать свои чувства. И он больше вам, смотрите, больше к вам идет как за вашей заботой, да. Вот ему очень нравится, как вы о нем заботитесь, как вы к нему относитесь. То есть как будто бы вы мамочка, да, вот такой момент происходит. Отношения определенно сложные, но они не фатальные. То есть эти отношения, они, скорее всего, кармические, которые нужно пройти. Вот как ни крути, да, они будут длиться ровно до того момента, пока вы не пройдете вот этот кармический узел, который у вас свой, у него свой. И плюс еще у вас общий есть какой-то узел, который нужно будет развязать, разрубить. Но вы должны понимать, что если вы не справитесь, если вы не вытянете эти отношения, потому что я вижу, что у вас уже тут многое задолбало, извините за слово, но тем не менее, да, то вот еще один человек идет, видите? Еще один человек, причем человек такой, знаете, достойный, человек, который ведомый, видите, его ведут высшие силы, на него прям указалочка будет для вас, вы поймете, кто он, и этот человек может сделать вам счастье. Вот выбирайте и думайте. Это не приговор судьбы, это возможность, которая у вас будет. У вас, как бы, знаете, ну, либо 2 брака, либо 2 любви идет, да. Вы можете быть там, я не знаю, 5 раз замужем, но любви настоящих 2. Вот 2 человека, которых вы по-настоящему любили, перед кем вы раскрывали свою душу и сердце. Вот этот человек, он идет с грузом, у него есть груз его прошлого, но вы не должны этого бояться, потому что это будет именно с плюсом, не с минусом груз. Человек с вами поделится своими ресурсами, поделится своими возможностями. То есть через полгода вы можете оказаться в ситуации именно треугольника, когда у вас, например, есть супруг, и также вы познакомитесь с достойнейшим человеком, на которого вам будут указывать высшие силы. Ну, а вы уже будете думать, тянуть мне лямку брака дальше, проходить свою карму, либо воспользоваться возможностью и все поменять. Но тогда вы должны понимать, что карма, которая над вами висела, ее все равно придется отрабатывать. И как ни крути, да, где-то в другом месте она выстрелит. То есть либо вы поскорее заканчиваете то, что у вас есть, либо решайте, думайте сами. Я тут, конечно, вам не могу конкретно дать совет. Почему? Потому что это индивидуальное дело, и нужно смотреть четко по вашей ситуации. Так. Еще смотрите, у вас кроме мужчины еще друг появится. Друг, товарищ, подруга, человек, партнер, с каким вы вместе будете дела делать. И вы друг другу будете помогать, и вы друг за другом будете как за каменной стеной. Вот такая идет ситуация. То есть отдельно идет человек, новый человек в вашу жизнь. И у вас вот как раз-таки начнется дружба через полгода. Общение, дружба, и вы поймете, что именно такого человека вы ждали. Такой человек вот прям вам по душе идет. Прям близость с этим человеком, дружеская. Может быть даже такая ситуация, что вы даже бизнес вместе можете открыть, да, какие-то дела вести. То есть тут и поддержка, все будет от этого человека, вас будут поддерживать. Ну и такой момент, связанный с детьми, еще идет. Если ваши дети были с вами на расстоянии, если у вас с детьми были какие-то, может быть, конфликты, недопонимания, то тут улучшение. Однозначно пойдет улучшение отношений, сближение. Как ни крути, здесь прям пойдут душевные разговоры, признание в любви, в том, что вы нужны, в том, что ваши дети нежность и ласку будут к вам проявлять. Да, особенно вот касается взрослых детей. Возможно, даже вас к себе звать будут жить. И вы кому-то из детей переедете, да, либо будете часто навещать, приезжать. То есть такой момент тоже может быть. Так что, мои дорогие, думайте о том, что у вас через полгода действительно жизнь будет улучшаться. Практически во всех аспектах. Но вот по здоровью еще вам не сказала. По здоровью, в принципе, особо ничего не вышло, кроме того, что вам вас жизнь столкнет с человеком, который очень сильно повлияет на ваши отношения именно к здоровью. Я не знаю, то ли человек будет вас лечить, то ли действительно вы
навыки какие-то получите, да, вот как-то глаза вам человек откроет, что нужно к здоровью относиться более серьезно. Вот такой момент. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.